этот турнир по телевизору, потому что атмосфера просто какая-то сумасшедшая здесь. Здесь горят огни, да, и, в общем-то, танцуют огромное количество людей с флагами. И поддержка, ну, просто нереальная. Нурул Алиев сейчас выходит к клетке. Вот он на ваших экранах. Боец из Таджикистана. И здесь, мне кажется, ну вот вообще не осталось ни одного болельщика из Таджикистана, который бы просто сидел. Я имею в виду на своих местах. Все вскочили на ноги, все тут действительно пляшут, танцуют и размахивают флагами. И очень активно своего соотечественника поддерживают. Непобежденный боец, 5 боев у него за плечами. При этом ему всего лишь 22 года, рост 178 сантиметров. Естественно, было много переносов этого поединка с Кириллом Крюковым. Ну и Нурул Алиев, в общем-то, является классическим борцом. Это вообще, в принципе, классическое противостояние ударника и бойца, хотя Нурулло, в общем-то, не боится и разменов в стойке. Первый бой провел в 2018 году в турнире «Битва на Волге». Там провел первые 3 боя. Потом участвовал в поединках GFC против Рамазана Амирова. И последний бой был на Fight Nights Global против Александра Гребнева. Его он выиграл одногласным решением судей. Было это в конце декабря 2020 года. Таким образом, 5 боев, 5 побед, ни одного поражения и одна победа досрочная. Нурул Алиев. Зеленая подсветка не случайно. Сейчас на ваших экранах и в зале в корпусе Кирилл Крюков выходит под композицию Владимира Семеновича Высоцкого. 26 лет этому бойцу из Иркутска, но живет и тренируется Кирилл в Москве, представляет команду Industrial. Он мастер спорта по панкратиону, чемпион Москвы по боевому самбо. В начальной школе занимался тайквондо и футболом. Переехал с родителями в Москву, бросил и вернулся в зал только в 17 лет. Начал с самбо, вскоре перешел в протибор и приступил к тренировкам по ММА. Как профессионал дебютировал в 2015 году, выиграл первые 2 поединка у Джакомо Амабели и Николая Пайкина. Потом в реванше уступил Амабели, потерпев первое поражение в карьере. И с тех пор провел еще 8 поединков, в том числе в дебюте в Fight Nights выиграл у Дмитрия Морозова техническим нокаутом. Затем свел к ничьей поединок против Алексея Мартынова и задушил Нурбоки Курбонбахизаду. Далее был один бой в промоушене РТС, однако поединок против Дениса Измаденова закончился для Крюкова печально. Технический нокаут в первом раунде. Но ту неудачу этот парень закрыл в сентябре прошлого года, дали решением Василия Зубкова. Не дрался почти год, простой, приличный, всего 8 побед, 2 поражения, 1 ничья, 2 победы нокаутом, 1 победа болевым приемом и 2 победы удушающими приемами. Вдохновил вообще на занятия единоборствами Кирилла его отец, который сам является мастером спорта. Нарастает напряжение. Ну что ж, сейчас в клетке останутся только 3 человека. 2 бойца и рефери. Представляю вам соперников. И первый бойца в синем углу. Ему 22 года. Рост 177 сантиметров. Вес 74,7 килограмма. Его профессиональный рекорд 5 побед и ни единого поражения. Дамы и господа, чемпион мира по ММА панкратиону, чемпион Азии по боевому самбо из Душанбе, Таджикистан, не знающий поражений, Нурулло Алиев. Его соперник в красном углу клетки. Бойцу
ему 27 лет. Рост 185 сантиметров, вес 74,5 килограмма. Профессиональный рекорд 8 побед, 2 поражения при одной ничьей. Он бронзовый призер Кубка мира по панкратиону, представляющий бойцовский клуб «Ураган» из Москвы, Россия. Потом Кирилл Крюков. Рефери поединка Максим Протасов. Парни, внимательно слушаем мои команды и активно защищаемся на протяжении всего поединка. Руки пожали. Углом. Максим Протасов рассудит Кирилла Крюкова и Нуруллу Алиева. Промежуточная весовая категория до 75 килограммов. Вы смотрите турнир памяти Абдулманафа Нурмагомедова на Матч ТВ. Все готово к началу этого боя. Как долго все шли к этому поединку, и вот он начинается. И Смотрим. как же здорово, что наконец-таки есть фанаты на трибунах. Как долго мы их не видели. Подавливает Нуруллу Алиев. Работает джебом. Кирилл активно перемещается. Сокращает дистанцию Алиев. И готовит правый прямой. Или проход. Да, но были ожидания, что, конечно, постарается решить все именно в борьбе. Нурулла Алиев. Попал с левой руки Нурулло. Сохраняет дистанцию. И первый Попытка проход. прохода, да. Широкая защита. Естественно, Кирилл Крюков изучал Нуруллу Алиева. И готовился к борьбе. Выдергивает. Да. Есть тейкдаун. Гард. Что сделает Нуруллу Алиев? Самое начало встречи. И он начинает атаковать. Но отталкивать пытается подняться. Крюков пока не очень удачно, но со второй попытки все-таки встает. Ну и снова же его вот так опрокидывает вниз Нурулло. Под две ноги. Наверняка многие из нас нашли сходство между Нурулло Алиевым и Хабибом Нурмагомедовым. Внешне совершенно точно он присутствует, но и стилистически также есть. Нурулло Алиев не раз говорил, что часто путают его с Хабибом. И предлагают сфотографироваться. Хорошая борьба. Постоянно наседает. А Нурулло Алиев Да, пытается заблокировать ноги соперника. И вот сейчас, да, отталкивается как раз от сетки Кирилл Крюков. Но далеко оттолкнуться не получилось. чистых попаданий не так много. И здесь, конечно же, ищет момент Кирилл Крюков для того, чтобы все-таки подняться. Закрыл гард. Отбросить соперника не удается. Нашел угол для атаки Нурулло Алиев. Да, довольно неприятные удары. Вот сейчас прилетают, четкое попадание. Апеллирует к рефери сейчас Кирилл Крюков. Что-то там было не так. Здесь в этом шуме, конечно, вообще, если кто-то что-то слышит и видит ли. Еще одна попытка выбраться. Контроль двух ног со стороны Нурулло. Но не тут-то было. Опять на пятую точку приземляет Алиев оппонента. Середина первого раунда. Очень много борьбы, как ожидалось. В одну ногу проходит Нурулло. И... Нет, тейкдауна не будет. Бросить не получилось, да. Пытается вот так вот оттолкнуть от себя Крюков соперника. Но мертвой хваткой буквально вцепился на Нурулло. Опять пытается перевести и получается на этот раз. Неплохо встает из борьбы Кирилл Крюков и довольно много сил тратит Нурулло Алиев. Конечно, очень хороший темп. Он выигрывает этот раунд. А вот здесь попытка набросить треугольник со стороны Крюкова. Необходимо обойти плечо. Пока не получается. И прекрасно понимает всю опасность Нурулло. Нет, не будет здесь треугольник. И появится возможность для нанесения ударов у бойца Таджикистана. Рискует Кирилл. Но опять так ногами упирался в бедра своего соперника, отталкивая его назад. Очень напорист Алиев. Да, ну, конечно, он в своей стихии, да, и пытается все силы выжать из своего соперника, потому что вот эта борьба, она весьма энергозатратная. Да, много сил уже потрачено. Фактически
Чувствуешь? Натиск соперника. Напор нападающего. Мощь в противоположном углу. Пульс в висках. Чувствуешь, как ставка включает с первой и до свистка. Ты в игре. Фонбет. Регистрируйся в приложении, и 1000 рублей твои. Мне непонятно отсутствие желания многих россиян прививаться. Другого пути, как уйти от инфекции, как прививка, у нас с вами нет. Я сам пришел к этому. У меня были достаточно много противопоказаний, и не только возраст. Зато я сегодня могу быть спокойнее за свою жизнь. Прививайтесь, пожалуйста. Прошу вас. Кирилл Крюков против Нурулла Алиева. Второй раунд уже начался. Ну и в первом, как ожидалось, было очень много борьбы. Да, ее почти целиком и полностью забрал Нурулла Алиев, но в конце был очень опасный какая была момент. концовка раунда. И он сейчас пытается размениваться. Достаточно, кстати, быстрые удары, пока, несмотря на то, что сил было потрачено в первом раунде очень много. И здесь опасная атака с левой руки от Нурулла Алиева. Много сил, похоже, потратил Нурулла в первом раунде на эти переводы. Неплохо вставал, штастила Кирилл Крюков. Готовит правый прямой. У Кирилла есть преимущество с точки зрения размаха. Здесь выцеливал под правый боковой, не посечен Кирилл Крюков. Здесь отстреливается, пошла заруба, удар на удар. Бросается в борьбу. В очередной раз Нурулла Алиев. Не получается перевод, широкая защита от Кирилла Крюкова. Небольшая пауза. Ну, здесь опять, да, прихват у сетки и попытка перевода прямо рядом с нашей металлической позицией. Прихватывает ноги, И сейчас закрывает гард. удергивает на себя. Возможно, опять будет пробовать треугольник Кирилл Крюков. Вставляет ногу под бедро для того, чтобы отбросить соперника. Не так много насыпает ударов Нурулла Алиев. Но продолжает доминировать в борьбе с точки зрения контроля, безусловно. Да, сейчас удар не прошел. Вот, а вот сейчас зашел прямо от души. При этом никакой паники в действиях Кирилла Крюкова нет. Да, он понимает и, возможно, предполагал Кирилл, что бой будет идти вот по такому сценарию. Но свои шансы у российского бойца точно будут. Сейчас он пытается оттолкнуться ногой от сетки как раз и вывернуться, но пробивает туда в ту же область, где есть рассечение Нурулло. Не удается вывести таз ни вправо, ни влево Кириллу. И Локоть продолжает пошел. попадать. Да, Нурулла Алиев с корпуса на голову работает Нурулла. Все как по учебнику. Экватор боя. Пытается, да, отталкивать от себя сейчас Кирилл своего соперника. И появляется Не шанс. удается, и ноги убрал, поднимается Кирилл Крюков. Продолжается борьба в стойке. Коленом по корпусу, область селезенки, попадает Кирилл Крюков. Здорово! Поймал на Отрабатывает движении и поймал. И вновь борьба. 2 минуты. В очередной раз пытается минимизировать ущерб. Крюков. А у Нурулло как будто бы открыл второе дыхание. В начале раунда Здесь казалось, даже что сил опрокинули меньше. подушку, которая вот защищает стенку. С ударом заходит Нурулло и тоже взрывается публика в корпусе. Но локтем очень качественно действует Нурулло, да, он видит, естественно, повреждения на лице у соперника и пытается пробивать туда же. Да, есть вот этот принцип непрерывности борьбы у Нурулла Алиева. Он ведь правда стилистически похож на Хабиба. Да, и минута остается с небольшим до завершения второго раунда. Тут включается. Плотно
Чувствуешь? Натиск соперника. Напор нападающего. Мощь в противоположном углу. Пульс в висках. Чувствуешь? Как ставка включает. С первой и до свистка. Ты в игре. Фонбет. Регистрируйся в приложении, и 1000 рублей твои. У каждого из них свой характер, своя история и свои счеты. Вас ждет непредсказуемый сюжет и бои, которые хочется смотреть снова и снова. Добро пожаловать в мир рестлинга. В прямом эфире на Матч Боец. Ну что ж, третий и заключительный раунд этого напряженного поединка. Ну, как и ожидалось, в общем-то, Нурло верен своей тактике, переводит соперника на канвас и дальше там пытается разбиваться. Но, тем не менее, кстати, достаточно неплохо, я считаю, защищается Кирилл. Всего 5 минут, уже меньше остается в этом противостоянии. Кто восстановился лучше за отведенную минуту? Набрасывает удары Кирилл. Точных практически нет. Опять открывается кровотечение в том же поврежденном месте, в районе правой брови. Ух, сейчас на коротке попадает очень неплохо Нурло. Но это очень опасная игра в эти кошки-мышки в стойке. Правый прямой готовит Кирилл. Да, там серьезное рассечение, и уже все лицо у Крюкова в крови. Да и не только лицо, там еще и на корпусе хватает. Да, и вот подсказывают нам наши редакторы, что он головой было столкновение. Идет борьбу. Очень высоко отрабатывает Нурло Алиев. Еще одна попытка, спускается ниже. По 2 широкая защита, как всегда. Сколько же сил у Да, и пока Нурло. небольшая пауза. Потому что вот в предыдущих раундах сразу же следовала попытка перевода. Здесь нет, нужно было собраться немного силами, но попытка удается. Важнейший для себя тейкдаун проводит Нурло Алиев. И Кириллу опять необходимо защищаться. Но видно, да, что взгляд уже такой мутноватый у Кирилла, потому что очень много сил он потратил. У Крюкова был отличный шанс в первом раунде. И сейчас позиция, при которой можно угрожать треугольником. Кто знает, может быть, Крюков найдет возможность для этого. Ну а что касается темпа и вообще функциональных способностей Нурло Алиева, тут и добавить-то нечего. Все на уровне. Эпизодически
сейчас будет подрабатывать. И поднимается все-таки Крюков. Вот это да! Вот из такого положения, из такого тяжеленного для себя раунда. Вкладывает весь корпус Нурулло. Пытается удержать сейчас просто Крюкова. Но необходим форсаж. Последние секунды. Сейчас уже можно рисковать. Ну а есть ли сила на этот форсаж? И за спину заходит сейчас Нурулло. Просто физически так стягивает. Уже тоже нет у него сил на то, чтобы бросать. Он за счет мощи стащил соперника вниз. Да, последние секунды. Да, 10 начинается секунд. отсчет. И, наверное, уже можно поздравлять Нурулло Алиева с заслуженной трудовой победой в этом поединке. Все. Ликуют болельщики из Таджикистана. Да, и как раз именно к ним побежал сейчас Нурулло. Там просто будут танцы, пляски. Все, главное его сейчас не утащили туда. И не растащили на части. Вот возвращается Нурулло в клетку. Но необходимо соблюсти все необходимые процедуры. Вот здесь момент как раз со столкновением головами, после которого открылось рассечение. Заборол Нурулло Алиев Крюкова. Остается непобежденным бойцом Нурулло Алиев. 6-0. У Хабиба 29. Так, неплохой ты мостик построил, я тебе скажу. Мост получается длинный, но кто знает, может быть, Нурулло сделает тоже такую виртуозную, потрясающую карьеру. Ну, как говорил наш великий полководец, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Ничего, кроме уважения после боя. Так и должно быть. Об этом всегда говорил Абдулманап Нурмагомедов. И даже когда были какие-то эксцессы, Абдулманап прекрасно успокаивал зрителей и публику. Причем делал это не громко, а спокойно, четко и лаконично. Камил Гаджиев здесь же. Да, что-то еще подсказал он Нурулло. Наверное, будет еще и интервью после боя. Друзья, но впереди еще несколько поединков, 2 титульных противостояния. И, конечно же, Шамиль Завуров против Наримана Аббасова в одном из них. Шамиль сегодня проводит последний бой в карьере. Удастся ли ему одержать 41-ю победу? Узнаем в самом конце турнира. Обратившись судейские независимо. Итак, 30-25, 30-26 и 29-27. Единогласное решение судей. Кто-то один раунд, кстати, отдал Кириллу Крюкову, но, тем не менее, да, единогласным решением судей победу одерживает Нурулло Алиев. И по-прежнему он непобежденный. Здесь можно было дать только первый раунд, потому что он был близким, остальные два односторонним. Но другие оценки были 30-25, 30-26. Ну, тут нереальное, конечно, преимущество. Принимает поздравления Нурулло Алиев. Ну и ждем, что скажет победитель. Да, так немного расстроен, естественно, Кирилл Крюков, но он показал все, что мог в этом поединке. Да, ну, просто другой вопрос, что борьба Нурулло была лучше. И Кирилл Крюков сегодня показал, что есть пробелы. Да. Небольшой диалог с Камилом Гаджиевым.
Общее фото на память. Наверное, в этой истории поставлена точка. И будут еще очень интересные, интригующие бои в карьере и у Кирилла, и у Нурулло. Давайте поддержим обоих спортсменов. Кирилл Крюков, Нурулло Алиев. Ваши аплодисменты. Кирюха, так тебя поддерживали, скандировали, кричали Кирюха. Огромное количество твоих поклонников сегодня в этом зале. И я хочу поблагодарить тебя за этот поединок, за твою силу воли, за твой дух. И хочу дать тебе слово. Друзья, я всех приветствую. Вы знаете, сейчас очень сложно что-то говорить, очень сложно подбирать слова. Во-первых, спасибо Нурулло Алиеву, он действительно победил в этом бою, это безоговорочно. К сожалению, кроме того, что дала мне Русь-матушка, кроме русского духа, я сегодня ничего абсолютно не показал. Вы знаете, мне очень приятно то, что много людей в зале меня поддерживало, много людей всегда приходит болеть, много людей поддерживает. Наверное, это то одно из немногих, что толкает меня заниматься этим, что заставляет меня выдавать такие тяжелые бои, пытаться вытаскивать их. Вы знаете, очень много людей желало мне победы. Очень много писало мне сообщений, когда я шел, это были абсолютно разные люди. Абсолютно разные, даже здесь на арене. И это русские люди. Вы знаете, меня... Друзья, потише, пожалуйста. Друзья, я сегодня не победитель, но я хочу очень многое сказать. Вы знаете, я очень сильно люблю, и меня очень сильно мотивируют русские люди. Эти интеллигентные, благородные люди, но с грустью в глазах. Друзья, спасибо вам большое, низкий вам поклон. Большое спасибо. Даже несмотря на то, что вы мне писали все эти 7-8 месяцев, я отношусь к этому с иронией. Спасибо вам, то, что тоже навели шума. Всех благодарю, всем хорошего вечера. Нурулло с победой. Спасибо. Кирилл Крюков. Нурулло. Нурулло уже принимает поздравления. Ассаламу алейкум. Приветствую тебя и поздравляю с этой победой. Нурулло Алиев, победитель этого поединка. Столько кричали, так тебя поддерживали. Потрясающий поединок. Доминирование во всех раундах. Это благодаря поддержке все. Ассаламу алейкум, добрый вечер всем! В первую очередь хочу поблагодарить Всевышнего Аллаха за эту победу. И не первый раз говорю, я не какой-то святой, но я всегда уповаю на него. То, что предписано, он дает. Сегодня я, значит, лучше был готов, чем Кирилл. Я уважаю его. Это только спорт. Спасибо болельщикам Кирилла за то, что болеете за него так. Это очень и его заряжает, и меня. Спасибо, что пришли сегодня поддержать его. И отдельно благодарность хочу сказать своим землякам. Я не знаю, это может взаимная любовь. Я очень люблю свою родину, своих земляков в том числе. Они меня тоже очень любят, приходят, поддерживают. Я и не первый раз говорю, очень заряжаете, даете силы. Клянусь, спасибо вам очень большое, я вас очень сильно люблю. Каждого из вас. И хочу поблагодарить организатора Камиля, Амир, мой брат Иман. Спасибо вам большое за то, что приняли меня в АМС, дали такие возможности. Сегодня турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Он был великим, достойным человеком, тренером. Он один раз, я не смог сделать вес, он в тот раз сказал, что Нурулло несерьезно относится к этому, к боям, к болельщикам. Я вначале думал, что он как бы задел, оскорбил, но я
клянусь, только понимаю то, что его слова были только для моей пользы. Да, я в то время не очень серьезно воспринимал. Так готовился, весь гонял, иногда не мог говорить о чем. После его слов 3 боя я уже провел. Всегда у меня в высоконке мысли о его словах. Он был достойным, хорошим человеком. Пусть Аллах обрадует его раем. Я Хабиба не вижу. Хабиб, хочу поблагодарить Хабиба за такой турнир, за такую возможность, то, что дал мне выступить. Спасибо. Сегодня, можно еще поблагодарю, сегодня очень людей много меня поддерживают в сборах во всем. Исмоил Ракай Ранди, в том числе мой старший брат Фарух Акай Сангади. Сегодня приехал месяц назад мой главный тренер, с которым я попал 4 года назад, Хосе Юсупов. Приехал мой старший брат Алишер родной, еще мой брат Бахрулов. Очень много земляков моих с Таджикистана приехали, почти самолет. Спасибо моему брату Амар. Амар, сегодня он на углу. Год назад мы были соперниками, хотели за пояс драться, но сейчас мы друзья. Он приходит на мой бой, уже 2 раза поддерживает. Високонки, спасибо тебе большое, баракалла, брат. Всех приглашаю своих земляков. Это спорт, это ничего лишнего. Мы уважаем Кирилла и его болельщиков, в том числе, пусть это будет взаимно. После у нас фотосессия, после турнира даже, Камиль, там все вместе сфоткаемся. Сейчас не надо, сейчас будет драться Самандар до пояс. Желаем у своих земляков удачи, дай Аллах ему победы. Всем салам алейкум, спасибо! Спасибо, Нурлан Алиев! Только честно, я бонус заслужил, и мне деньги не нужны, просто скажите. Бонус заслужил или нет? Чувствуешь натиск соперника? ғалаба қати дӯстон, ҳаматона табрик мекунам. ғалабаи Нурулло Қатӣ ҳозир баъда як бой дига насиб карда боша. баъди бои Саидид Изагахмаев бои Самандара паямӯ эфир мекунам. ҳаматона дар паямӯ эфир интизорам. Своя история.